иә, кімнар болған екен ол? Кімнар? Чуга кылган улустар кімнар? Персонаждар. Как дела? Нормально. Ну, как обычно. Работа? Ну, работа. У меня просто сессия скоро, поэтому немножко такое стрессовое состояние, предстрессовое, так скажем. А где ты учишься? В Москве режиссура. То есть ты после актерского еще раз поступила поступила на режиссуру? Ну, заочно учусь, вот там работаю, туда езжу учиться. Вот в марте у меня сессия будет, поэтому там очень много дел, которые надо сделать, а я что-то не делаю. Какой курс? Второй. Второй курс режиссуры. Уже есть какие-то идеи, что ты хочешь поставить? Ну, я бы хотела Мартина Макдонаха поставить что-нибудь. Нифига себе, нормально. «Коллега с острова Нишман». То есть современное что-то? Ну, хотелось бы. Вообще нам в ТВ, мне кажется, в театре не хватает каких-то современных постановок. Ну, именно современных драматургов. Да. И современных тувинских драматургов. Вообще с сценаристами в целом в ТВ, насколько я понимаю, вообще самая большая беда. Приду, потом мы пообщаемся. Я просто не совсем в теме. Он сценаристки, чтобы сторителлинг у клипов становился более разнообразным. Потому что он разнообразный, безусловно. Просто то есть он качественно на другой уровень выходит, когда есть сторитейлер хороший, когда есть драматург хороший, который распишет и так далее. То есть когда есть техническое владение кадром и так далее, это все тоже круто, конечно. Но вот драматургия вообще в целом, и кино, и театр, все начинается на самом деле вот с этой бумаги. Да, как там есть фраза, чтобы снять хорошее кино, нужно 3 вещи, там, сценарий, типа. Да? 3 вещи. Да. Блин, а ты тоже театральный режиссер, да? Да, театральный режиссер. А вуз? Щука. Это тот же? Нет, я училась в Щепке, это театральный институт имени Щепкина, а сейчас Высший театральный институт имени Щукина, это немножко другое. Ребята, вот расскажите, пожалуйста, вот мне чел, который юрист по образованию, тоже вот, спустя, смотря на какие-то прошлые свои года, все-таки очень интересно, как вообще решиться или не решиться, а вот именно поступить в универ, или как вообще у вас это получилось, что вы именно в творческие вузы залетели? Ну, вообще, стать актрисой – это моя мечта с детства. Я там смотрела фильмы, индийские фильмы любили смотреть. Я думала, я стану актрисой, буду сниматься в индийских фильмах, петь, танцевать. Это так красиво, буду жить в Индии. Сейчас я не хочу жить в Индии. У меня такая мечта была. И я вот так вот выросла все время, перед зеркалом что-то играла, представляла себя. Ну вот, и мечта осуществилась, стала актрисой, работаю в театре. Ну, это всегда, на самом деле, вот так вот мечта, и тогда это не совсем твой выбор, понимаешь? В твоем случае, что ли? Да, вообще чаще всего все, кто в искусство так или иначе поступает, это не то, чтобы конкретно ты выбрал, это вот тебя уже выбрали, и у тебя уже особо другого выбора как будто нет, кроме того, как пойти в искусство. Потому что если у тебя внутри вот это вот зерно уже заложено, то ты уже просто тупо не сможешь выучиться ни на юриста, ни на экономиста, ни на врача. Просто у тебя уже не получится. За тебя уже все решено. Тебе нужно в искусство. Я учился на юриста, но при этом... то есть я учился и при этом всегда занимался, другими вещами. Тем, чем сейчас занимаюсь, получается, видео, тоже связано с искусством, некоторые вещи. Но учеба всегда была, знаешь, как дополнение, что ли, к твоей деятельности. Я еще студентом был. Но почему-то в каком-то театральном я не оказался, в отличие от вас. Ну, ты хочешь снимать фильмы, да? Ну, хотелось бы. А кто твой любимый режиссер? Там вообще можно очень много персонажей, режиссеров говорить. Но в последнее время, Нолан, вообще... Нолан? Да, раскидывает всех, по моему мнению. именно в таких фильмах. Нолан хорош. Сон внутри сна, вот это вот. Но он хорош тем, что он же вот у него получается балансировать на
грани мейнстримного кино, которое все в мире, каждый видит, и вроде как будто и не совсем это фильмы Майкла Бэя, да, где... И вот эти фильмы, типа «Три билборда», там, вот, очень жесткий. Это Мартин Макдональд. Да. И Нолан, короче. И Нолан что-то между этими боевиками, ну, как сказал только что. Ну да, но немножко закидывать такого. Но Макдональд это еще тоже не совсем фестивальное кино. Есть то вообще какой-нибудь Дарья Ардженто, там какой-нибудь, когда ты сидишь, 3,5 часа фильм идет. 3,5 часа там что-нибудь такое. Понять. Что-нибудь такое происходит. И ты такой сидишь, а рядом с тобой еще какие-нибудь чуваки, которые тоже в искусстве. Ты рядом с ними пытаешься такой, а тут нет, я не тупой, я делать умный все вид, короче. Понял вообще. Но... Андрошу, да? Какой-нибудь Ингмара Бергмана, посмотри. Ну, только что общались, а то что... Этот Мартина Макдональда «Залечь на дно в Брюгге» — это вообще один из моих любимых фильмов. Он дышка же, ну вот «Три билборда», «Залечь на дно в Брюгге» и так далее. Вот. Еще фильм есть такой, вы, наверное, по-любому смотрели, вы точно смотрели, где он снят полностью на сцене театра. Блин, Догвиль, во. Догвиль это этот... Не знаю. Он же снял «Меланхолия», дом, который построил Джек, «Нимфоман». Ларс фон Триер это снял, Догвиль, да. Я не смотрела. Вообще, тебе надо посмотреть. То есть там декорации, что поняла, то есть черный пол, и там даже не то, что театральные декорации, стены на полу мелом нарисованы. Да. То есть дома как такового нет. Вообще событие происходит в театре или... Нет, в городе событие происходит. Происходит в городе, но декорации это дома как такового нет, просто на полу отчерченный дом. Вот весь дом, все декорации, которые там есть. Тук-тук-тук, то есть в пустоту стучат актеры. То есть и озвучку делают, да? Откроют, там тачка подъезжает, там типа церковь, точнее, там люди, короче, вот чисто без декораций, ну типа небольшие декорации в таком же помещении, как и это, может быть даже чуть больше, наверное. Но также смотрится, знаешь, типа офигенно просто. И тоже очень такой. Ларс фон Триер офигительный вообще, но он такой, к нему нужно быть готовым. Короче, да. К нему нужно быть готовым. Он мастер делает тебе дискомфортно во время просмотра. Ты сидишь и думаешь... Я не знаю, условно, какая-нибудь «Меланхолия», там ничего не происходит. Просто разговор после свадьбы, там невеста что-то такая, а потом раз показывают эту невесту, там что-то это, и продолжают разговаривать, а ты сидишь, что тебе, блин, так стрёмно от всего этого происходящего. Вообще, что вообще происходит такое? Я могу микрофон к тебе, подраться. Подрарвай. Ну вот даже в «Нимфоманке» такие сцены, после которых жутко. На меня смотрит вверх? Я «Нимфоманку», конечно, не смотрел. Я смотрела, но никак не могу досмотреть. Тэньцзы, вот конец остался, надо досмотреть, там несколько минут прям осталось, надо досмотреть. Вообще, если что, «Нимфоманка», он входит в трилогию, это трилогия о скорби. Да. То есть сначала «Антихрист» с Дэниелем Дефо, Уильямом Дефо. Да. Зеленого гоблина спутала на врата. С писателем. Ага. Шарлотта Генсбур же все время снимается, да, тоже в «Антихристе». Да, «Антихрист», «Меланхолия» и «Нимфоманка» — трилогия о скорби, собственно говоря. А у Догвиля же тоже какая-то вторая часть еще есть, да? Я ее, кстати, тоже не смотрел. Не знаю, я только сам Догвиль. Просто у нас тут этот есть чел в команде, он постоянно Догвиль, я такой сел, а он вот очень долгий, по-моему. Да. Такой сидишь, смотришь, она... Это те самые долгие, нудные фильмы. Но при этом не хочешь она выключить, просто тебе интересно, что дальше будет. При том, что там те же самые лица, там просто актеры. Кейт Уинслет, по-моему, да? Или как ее? Я уже не помню, если честно. Вроде, да. Я сейчас не вспомню, очень давно я смотрел. Но вообще, да, есть такие фильмы, есть такие произведения, на которые определенный настрой нужен. Там, условно, Тарковского, когда смотришь, там, «Сталкер», это очень медленно, под музыку, просто из одного края в кадр в другой он просто идет. И это все длится очень долго. И ты в один момент такой, красиво, а что-то долго. А потом уже, да надоело. А потом уже начинает что-то пробирать из-за того, что это долго. И ты даже не совсем понимаешь, что это, да. У
Тарантино же тоже есть такие моменты, когда все очень долго, и они там о чем-то разговаривают, но это вообще классно сделано. Тарантино же мастер диалогов чисто. Они о чем-то там долго разговаривают, а потом бац, и Да там, если почему-то- очень мелко разбирать Тарантино, то как монтаж там, например, сделан, там все тут тоже очень много. То есть вроде там что-то спокойное происходит, но кадр, то есть длительность кадра становится все меньше и меньше постепенно. А разговор вроде как бы интонации у актеров все те же самые спокойные, но тум-тум-тум, между ними кадры уже начинают меняться быстрее, и ты даже не замечаешь, что они быстрее меняются, они чуть-чуть на несколько секунд, но ты уже такой думаешь, так, блин, что-то сейчас будет вообще, сейчас что-то будет, а потом кровь прыжки во все стороны. бесславные ублюдки. Да, там вот же я как есть, раз вот об этом, да. Почему в мире не любят крыс? Там есть такой диалог у них интересный. С Кристоф Вальц, когда он приходит к этим французам и спрашивает, есть ли тут евреи, они же там прячутся. На. И начинается тум-тум-тум. Вообще. Жестко. Этот актер тоже, кстати, вообще офигенный. Кристоф Вальц? О, да, он такой. Особенно вот этот, Харизматичный. как там его, охотник на евреев же, да, там, я имя не помню персонажа. Но он так охрененно его сыграл. Обаятельный такой злодей, да? Штрудель обязательно нужно есть со взбитыми сливками. Так кушает. Вот Зрителям тоже хочется. про фильмы-то вообще можно бесконечно разговаривать. У меня на самом деле такой вопрос. А знаешь, почему, Макс, ты по юридическому диплому здесь в Кызыле не работаешь? Почему? Потому что в Кызыле нет Макдональдса. Свободная касса. Не, почему? Я думаю, я бы мог стать хорошим юристом. Я очень хорошо даже. В какой-то момент мне это стало очень интересно, я начал прям изучать, учиться. Не, если интересно, это действительно интересная, классная Ну, просто в профессия. какой-то момент я потом сразу перегорел, я там второй, третий там курс на пятерке поучился, короче, типа, на отлично получается. Я потом что-то реально так подумал, а зачем мне это? На третьем курсе, может, вообще уйти с универа, зачем вообще? И решил, потом, ладно, чаңсы учился, решил все-таки завершить начатое и доучиться. А как ты пришел к тому, чем ты занимаешься сейчас? Это очень долгий путь. Темный язык поинтер вначале, типа, куда ты можешь залететь, что, интересы же бывают, когда ты подросток там. У меня где-то в 8 классе играли в игры же, ком. И с помощью этого я пришел к тому, что, нет, можно рассказать так. Я играл в контру очень сильно, прям был хороший игрок. 1.6 ли? Не, там Source уже был. Уже был Source. И у нас была команда была, короче, типа по Сибири там стрелялись, там типа турики, мурики. И нужно было, короче, команде делать видосики, там, типа фраг-муви, И вот оттуда все пошло. И потом где-то уже, наверное, чуть когда повзрослее стал, кино канадочное, вот это все тоже очень интересно, когда ты смотришь фильмы. Просто, кино, вот тут смотри, так сделано, вот тут так сделано, вот тут прикольно, вот это весь интерес начал нарастать. И захотелось снять, типа, кино, короче, реально. В итоге... В каком стиле кино? Это как тувинские боевики? Или Нахсу что? моркопты. Нахсу моркопчилы, Сендеш 2, там, типа... Не, из тувинских, сначала просто скажу, типа, не такой фильм. У меня была идея, вот когда я именно решил, что я хочу снять кино, это был, типа, приключенческий фильм про чела, который нашел там древний артефакт. И это все происходит в Туве? Да. У нас же тут очень много древностей. Нашел древний артефакт и начал копать там. Нашел, потом, мистический был, он артефакт, и он, типа, по всей Туве ездит, короче, ищет, типа, части этого артефакта, короче, чтобы собрать что-то, попутно, короче, его духи прессуют, там, плюс бандосы прессуют, кто хочет завладеть. Такая тема была. Потом, когда я уже более-менее осознанно пришел к тому, чем я сейчас занимаюсь, я сразу понял, что это очень сложно. И в итоге уже сколько там, лет 6-7 фильм не снят, но я в этой сфере, типа... Понятно.
Понятно. Чтобы начинать, мне кажется, опять-таки, вот о чем мы говорили, нужен драматург нормальный. Мне кажется, для начала вообще по-хорошему, с хорошим сценарием разговорное кино нужно снять. И, ну, то есть то, что технически легче воспроизводимее. А сейчас, я думаю, если кино снимать, то прикольно. Просто я вот очень много, ну не очень много, вот тувинские фильмы смотрел, и мне понравился только один И фильм. повредил себе мозг. Такой. «Атаздың углу», вот там вообще драма офигенная. Адазның оглу да ергату Про суырды прапорщика, да. И Эрги Барлык студия представляет. Канал страны говорит об Вот этот фильм классный. Но он снят, конечно, так, на коленке, с технической стороны. они милые, они искренние как будто. Кепка подними, братан, не видно. Да, и очень, типа, на коленке снят, но при этом очень солнечный человек сон. Ну, задумка есть. Да. Ну, это история успеха, конечно, но для того времени в Туве это было вообще очень круто. И плюс какой-то фильм. А вы смотрели тувинские фильмы? Келдің қыстың хомудалын да жагыттың же. Ну, даже. А это где в Я парке? давно там? не смотрела. Танырын этпедің же, помен сияқтың. А, нет, это другое. Где в парке там девушка кипишует, что ли? Ужас ужастар. Не-не-не, это другой фильм. Тувинский фильм ужасов. Это где девушка пишет, это Нахшилдың Рорктары, что-то такое. Да-да-да. Я, когда училась в школе, я смотрела вот эти тувинские фильмы, а потом в последний раз, когда я смотрела тувинский фильм, вот на 3-м курсе мне друг показал, сказал, прикольный фильм такой, чисто поржать. Тувинский фильм называется «Кровавая пятница», что ли, где Белла снималась. Ну, кто-то тоже там снимался, и «Кровавая пятница», что-то так называется. Тоже такой тувинский боевик. Приходят, убивают друг друга, требуют деньги и так далее. Ну, прикольно. Смешно, правда, но прикольно. И вот этот фильм «Ашкан Кайы». «Ашкан Кайы» тоже же прикольный фильм, просто чисто поржать. Ну, прикольно. Мен арайғайызына көрбейіндір. Ну, вот Ашкан Кайы там про Джоли, про всех этих, ну, прикольные такие диалоги есть. В школе еще смотрела. фильм мне очень сильно понравился. Я забыл, как он называется. Ну, там чел, короче, стреляет в друга, а потом говорит, что специально промазал мимо сердца, типа. Это наш актер, который играет, да, в Туве? Это тувинский фильм, да? Это Вагиной. Это Игилеш. Игилеш, вот он, кстати, такой нормальный. Не, мы можем засирать за многое, но я просто говорю нормально, тазартты. Мне так немножко даже зашло, короче. Слезу пустил, да? Она солнан. Ханама. Но при этом, если бы технически все было очень офигенно, мы бы кайфовали, наверное, сильно. Кино на трэш. Кино на трэш. МГ будет, короче, наркобароном. Не, хотя ты, вообще бандитскую коня нагрузилась. Надо просто вот кепку снять и вот, готовы. Жалко, да. Да. Как в «Джентльменах удачи». Наркобаронный. А ты про кино не думала? То есть, Нет. Я думала, я хочу сниматься и так далее. Но это же мечта любого актера, сниматься, и много сниматься, в хорошем кино сниматься и так далее. Ну, пока что-то не... Ну, пока я в Туве. Пока. Я больше даже не актера, но даже любого человека, я бы тоже хотел. Во-первых, прошла та эпоха, когда очень много снимали фильмов про то, как монголы там Русь захватывают. Ну, Монгол, там Тайна Чингисхана, Сасамар, там и так далее. Всего вот эти вот фильмы, их же когда-то прям что-то год за годом несколько подряд снимали. Как только эти фильмы закончились, в целом оказались, что узкоглазые актеры в России не особо-то и нужны. Да, поэтому, если мы хотим как бы с нашим разрезом глаз сниматься в кино, то нужно либо свое кино снимать, либо в Казахстан ехать, видимо, либо к якутам ехать. В этом же «Золотой глобус» уже азиатка получила в этом году. Мишель Ео, которая снималась. Все везде и сразу приняла. Смотрели его? И она номинируется еще на «Оскар».
Я что-то вообще, если честно, последнее время от новинок вообще отстал. Некогда Все вообще везде и что-то сразу, смотреть. это вот из новых фильмов, короче, масси надо посмотреть. Просто смотреть некогда. Я знаешь, что смотрю? Я смотрю дурацкие, ну как дурацкие, короче, любовные мелодрамные анимешки, потому что просто мозг перегружается, и перед сном, чтобы что-то вот такое, ты сидишь Ну, там, просто чтобы не что-то, думать. да, что-то там они влюбляются, что-то школьники, у них все хорошо, ты такой, и спать лег. Вот все, что я Жизнь смотрю хороша, вообще. да? Да. Потому что сейчас просто не хватает оперативки еще там, на то, чтобы что-то там тяжелое смотреть, то есть что-то умное смотреть. Ну, и либо пересматриваю старые с книгами, такая же тема, перечитываю старые книги, которые когда-то я читал. На новые книги пока просто места в голове просто не хватает вообще. А мне вообще нравится там в Голливуде или в других странах, когда вот сейчас же мода сниматься, да, там, можно говорить это слово или нет, но чернокожие актеры, там, в любых сериалах есть азиаты, чернокожие, есть все национальности, все снимаются. А вот в России пока что этого нету. То есть снимаются в основном... Ну, потому что у нас до сих пор считается нормальным написать в объявлении только славяне. А это, ну, так-то вообще, ну, это расизм, да, по большому счету. Именно кино... Ну, а это, чтобы понимаешь, чтобы в кино в это касте, было. Чтобы у них же есть там обязательно какой-нибудь подростковый фильм или сериал, там есть обязательно азиат, чернокожий. И мне вот это вот, или араб какой-нибудь, вот это вообще нравится. Так, конечно, это типа... Да, у нас только-только... да, это же, понимаешь, кино же, оно же как отражение нашей реальности. И то, что у нас, типа, актеры с азиатским разрезом глаз могут в современном кино играть только гастарбайтеров каких-нибудь, это говорит об определенном настроении в обществе. Ну вот. Хочется тоже так же, чтобы в сериале обязательно был какой-нибудь азиат или, я не знаю, вот кавказской внешности, какой-нибудь эвенк, я не знаю, чтобы... Ну, до тех пор, пока в объявлениях там висит... же страна Россия. Пока в объявлениях висит вот эта вот надпись «Только славяне», до тех пор, пока, ну, то есть для людей не станет дичью вот эта вот надпись, и многонациональности в кино можно особо не ждать. Потому что это как бы мышление масс, оно такое. Придется самим. Да, либо самим снимать, собственно говоря, либо казахам ехать. У казахов я вот что-то последнее смотрел, 5.32, посмотрел, нифига себе, думаю, я сейчас с таким скептицизмом начал смотреть, это 5.32 сериал смотрели? Нет. Про Смотрел, но видел. Серийных маньяков. Потому что до этого то, что я видел, это рэкетир. Не знаю, много кому нравится, но лично у меня просто определенная аллергия на всю эту бандитскую тематику. Я считаю, что, ну, то есть, особенно на романтизацию вот эту бандитской тематики. Мне кажется, что это вредно и плохо. Но это ладно, это лично мое мнение. И как-то думаю, опять казахи, ну что там казахи? Я посмотрю, ничего себе, думаю, вот это да, нормально вообще. И самый прикол, что они вот снимают сериал про маньяков-убийц. И там триллер 21+, да? По-моему, прямо, ну, мрачно все. Нагнетается саспенс, показывают расчлененку, и при этом они остаются казахами, понимаешь? Вот тут прям все мрачно. И сидит этот следователь такой, этот кот, знаешь, что мы его ищем? И продолжает убивать. Замок за ним. Казахи, да, Но персонаж. все равно У остается них акцент казахами. тоже интересный. Телевизор көздері пасты сөзді пикать так патырбай. Опасно, барлен. Опасно. Просто пас, да. Ну, в прошлом выпуске я сказал и даже это пришлось. Вот сейчас вообще такая, ну, говорим, что цензуры нет, но все равно вот в последнее время чувствуется, Цензуры не бывает, что нет на самом деле. Это все тоже такое. Ну да. Вот говорят, что нет, но на самом деле она есть, и все равно фильтруешь то, что ты говоришь. Там, или свежо, все равно сидишь и думаешь, можно говорить, не можно. Ну, она всегда есть и будет, как бы, это вообще не избежать этого, просто где-то цензурено именно там это. То есть сейчас хотя бы просто по сравнению там с условно Советским Союзом цензура была одна. Сейчас там, если ты выступаешь где-нибудь со стендапом, там матом можно ругаться, но при этом не стоит говорить про это, да? Там, если ты в телевизоре там говоришь, то не стоит говорить это. То есть просто нужно понимать, где что говорить, хотя бы так вообще. Но
Особенно в России. Особенно в России. Особенно в Туве. Ну да. Поза менталитеты сначала, вот очень сильно влияет мнение общества вообще на людей. Ну да. И мне показалось, вот, собственно, приезжали же театральные критики, мне, если честно, показалось, что, ну, то есть я всегда был таким человеком, который, ну, как-то не сильно у себя в голове выстраивает иерархические какие-то взаимоотношения. Ну, как бы, ну и что они, уважаемые критики, с ними просто, главное, по-человечески нормально разговаривать. То есть уважительно это не значит преклоняться, да? Да. И как-то с ними разговариваешь, мне показалось, что, возможно, я не прав, не знаю, кто-нибудь поправьте меня, если я не прав, что им, возможно, этого не хватило. Они к нам пришли в Артхам, мы потом пошли с ними обедать и просто с ними поговорить, потому что, скорее всего, театр, особенно в поколении, ну, ой, критик, все начинается вот это вот, ой, тогда им, ой, вот это вот все. Мне кажется, это, ну, мне чуждо, в общем, это такое. Нужно быть таким, какой ты есть, просто, да. И вот ты вопрос задавал, мне этот вопрос очень понравился. Я думала, вот какой умный человек, надо с ним познакомиться. А какой вопрос задавал? Во время лекции, да? Да. Во время лекции. Но, интересно. Скажу честно. Что? На самом деле, когда я задавал этот вопрос, не то чтобы вот сильно хотелось услышать ответ, потому что примерно ответ я примерно понимал, какой они скажут. Хотелось просто выйти, покрасоваться. Смотрите, какие вопросы задают. А вообще я считаю, что люди слишком сильно недооценивают силу выпендривания. Выпендриваться очень важно, я считаю. То есть ты этот вопрос задал, чтобы просто повыпендриваться? Да, в первую очередь. Смотрите, какой. Ну смотри, понимаешь, ты сейчас мне говоришь, понимаешь, это же сработало. Это сработало. Ну, просто нужно правильно оценивать то, насколько ты можешь выпендриваться. То есть самое же стрёмное, когда человек выпендривается тем, чего у него нет. Вот, лично у меня всегда это вот такая штука была, что мне интересно было новые знания, например, получать. Я там охочий до знаний всегда был, просто потому что ты такой, я сейчас почитаю эту книгу, а потом среди друзей так, знаете, недавно такую статью прочитал. И такими умными словами, да? И все чувствуют себя как Бэйл. Вот сейчас он тоже делает... Ну вот там книги, я такой сижу, так, я вчера в доту играл. Ну, хоть в доту. Я вообще в жизни в доту не играла. Как-то миновало меня. Современный шахмат турнир, начал такой за тебя. Ну дота же вообще в другой уровень вышел. Вот раньше говорили, не играй в доту, а сейчас после Александра Хертека да вот это такая вообще. Я что-то видел в каком-то чаттерінде, там что-то видел. Вот это, оğlum, ты же в доту играешь. Каны, давай тоже миллионы мне заработай. Давай. Ну, блин, если твой... Это 1% из 100, короче. Да, это просто... В мире, вот сейчас давайте я вам скажу, есть 11 команд, которые выигрывали за International. 11 команд, получается. Из этих 11 команд это сколько? 60 человек максимум. За 11 лет. Даже за 12 ковид не было. 60 человек заработали столько-то. И то на первом турнире был всего $1 миллион. И не из Ледроном, вот наш земляк просто рубанул самый крупный куш, да, потому что когда призовые формируются, они же формируются из простых работяг, типа нас, которые просто играют и покупают Battle Pass, там внутренние вещи. И от этого компания Valve, получается, откидывает проценты на призовой за International. 20 всего процентов, а заработали они 400 с чем-то миллионов долларов, получается. И от этого всего лишь там 40 или сколько там миллионов типа на призовой фонд. Это вот я видел этот ажиотаж. Забавно просто, что вот куплю своему сыночку игровой компьютер, и он тоже станет этим. А мне про себя думаю, как бы вообще вслух бы не сказать, что если твой сыночек вот был, сиди, я сам открою, игровой компьютер ему вообще никаким образом не поможет на самом деле. Чувак же сам тоже не тупой. Но это же все равно время человека, да, внимание. Вот, то есть он же не просто так стал Александром Хертеком, да. Это все равно какие-то жертвы.
он учился, там бросил, то есть выбор какой-то. Не каждый человек может, наверное. Не каждый человек может тупо год сидеть и играть в доту, например. Ну да. Я через неделю пойду на завод работать, потому что деньги кончатся. Но типа. это же все равно. Да даже если и сможешь, типа, сколько народу там в шахматы играет, да? Ну, не все Гарри Каспарова, как бы, к сожалению. Там, ну, у нас, там, у многих там есть велосипеды, но как бы не все поедут на Олимпиаду, это все нужно понимать. Борцы, вон сколько, люди думают, там, борцов много, борцов, хотя по-настоящему, типа, успеха такого, даже в денежном плане, наверное, только единицы добиваются. Я тоже раньше такой, типа, буду там чемпионом, туда-сюда, потом мать такая, да, сынок, иди работать, типа, в детстве, что-то типа этого. Ну вот, чтобы добиться успеха, это же огромное время нужно, время, какие-то жертвы. Да и все равно вот, тупо везение очень тоже важно и вообще. И везение тоже, да, в нужном месте, с нужными людьми. Вдруг оказаться. И все равно какие-то осуждения там людей. Вот ты не тем занимаешься, займись этим. Конечно, а человек конечно. говорит, нет, я занимаюсь тем, что нужно, и просто не слушая других, и тупо идет вперед и добивается это вообще. Вот у моей подруги сын в суде работает. Сын маминой подруги, Да. тот самый. Помощник прокурора, да, типа того. Я такой, ловлю такой, я просто никогда себя не представлял, типа, с погонами, короче, прокурорскими. Такой, когда мне так говорят, раньше говорили, сейчас же нет, просто фейспалмы ловил, типа, да и пускай, типа, работают своими прокурорами, типа. Слава богу, я вам так подарок назад. Это вот было такое, не знаю. Это, наверное, если мы чего-то такого наговорим, это все всегда можно вырезать, да? Да. Меня в этом, в ВУЗе постоянно так делали. Вот, не косячьте там, типа, не это, один штраф и все, судьей не станешь, типа, там реально, типа, даже скорость превышать нельзя особо. У меня друг сейчас, он работает по этой теме, и он все свои машины, и сказал так, как будто он, не на себя оформляет, там, на жену, на мать, типа, чтобы с радаров даже скорость к нему не приходила, типа, превышение скорости. А у меня этих превышений скорости около 100 штук, наверное. Я там государству вообще салам алейкум подкидываю. Осуждаем. Мы это осуждаем. Это что, на Твиче, что ли? На Твиче же постоянно так осуждаю. Это платформа, где челики стримят игры, там, что-нибудь такое. И там в правилах нельзя, типа, расизм, притеснение сексуальных меньшинств и что-то еще. Если кто-то скажет слово на букву «П», которое на «П» начинается, и тогда типа банят, поэтому автор канала, когда если случайно, например, в команде или кто-то там сказал «осуждаю», максимально осуждаю. Наивысшая степень осуждения. Да, постоянно так. Понятно. Что-то я это за Twitch. Twitch. Что-то я это... Кинь, улетел. В Twitch? Да. Значит, чего, иногда нылый. Вот еще замена типа киберспорта спорту. Типа, вы, наверное, спорт смотрите вообще любой? Нет, на самом деле у меня как-то с самого детства особо соревновательный дух вообще отсутствовал всегда. То есть, если я компьютерные игры какие-то играю, это условно Skyrim какой-нибудь, где я сам с собой пошел, там что-то сделаю, что хочешь. Мне никогда не хотелось кому-то что-то доказать. Я, как-то мне неинтересно было, выигрывал и проиграл, ладно, как-то так. Мне... Как-то самим собой в это взаимоотношения в этом плане выстраивал только. Для меня, типа, просмотр спорта – это раз в 4 года чемпионат мира по футболу, и то начиная там с 1/8, короче. А вот киберспорт, я не знаю почему, кому это интересно, вот наблюдать реально интереснее стало, чем обычный спорт, мне лично. Да и многим людям, наверное. Я смотрю игры из-за того же, типа, Торонто-Токио, получается. Просто смотришь чисто его игры, потому что там земляк играет, короче. Еще ты сам, если что, можешь сесть и поиграть. Да, как бы, если ты смотришь чемпионат мира, как часто, давайте будем честны, как часто мы, взрослые люди, играем в футбол?
Да, но Хотелось не бы так чаще, уж. чем 0 в год. Но как бы вот, поэтому и такой заинтересованности нет. А тут как бы, то есть ты здесь, когда смотришь, как этот Торонто Токи играет в Доту, ты в целом примерно даже можешь выкупить его стратегию и так далее. А это же... Моточки его повторить, типа. Тебе же нравится смотреть, то есть почему нравится людям смотреть? Потому что людям нравится смотреть и выкупать, что там происходит. Вот сейчас он обойдет с фланга и ударит его, да? О, да, так и было, да, Да. Ну, я смотрю Олимпиаду, я люблю смотреть Олимпиаду. И вот чемпионат мира последний по футболу вообще тоже классно. Азиаты появились. Ну, то есть они были, но было интересно наблюдать за ними. Марокко тоже удивили. Вот. Последние соревнования, которые я смотрел, это совершенно случайно. Мне на Ютубе попались, короче, в Америке соревнования по поеданию острой пищи. Вот такие соревнования я смотрю. Я смотрела соревнования, вот реально там перец, да, по поеданию перца. У них уши горят, запивают молоком вообще. Думаешь, кто же выдержит, кто же выдержит? Я раньше просто острое вообще капец как сильно любил. Потом проблемы с желудком. Однажды мне, короче, товарищ привез соус на основе перца Каролина Риппер. А это типа самый острый сорт перца в мире. А это еще и соус, то есть экстракция, он еще острее. Но это жесть. То есть ты вот то есть чуть-чуть на крекер такой капнул его, съел, и у тебя настолько остро становится, что у тебя вот все вот это вот в судороге какой-то сводить начинает от остроты. Я помню, Жесть. Такой острый экспириенс был, короче, с другом тоже взяли суп, ну это китайская еда, и решили покушать. А такой, да, там спайси, там. Сидим, короче, и я одну ложку заел, съел, короче. Он, ну, в смысле, очень острый, я там просто в баню тут сходил. Тут же спотел, короче. Да. Там очень много еще. И мы такие сидим. Еще, да, при этом он вкусный, хотя ничего, кроме остроты, ты не ощущаешь. Вот в фильмах же показывают, люди кушают что-то острое, у них пар идет из ушей. Ты думаешь, ну как это так? И вот действительно я пробовала тоже перец такой чили, я не знаю, сорта я не знаю, и во вьетнамском ресторане. Реально такое ощущение, будто у меня пар пошел из ушей. Вот как в фильмах. И так вот идет, и не врут. Вы знаете, что острое это даже не вкус. Ну, то есть 5 основных вкусов. Это горькое, сладкое, кислое, соленое и вкус умами, вот этот вкус глутамата натрия, ну, вкус белка, вот этот. А острое – это буквально ощущение того, как это ощущение химического ожога на языке. То есть он даже не на вкусовые рецепторы воздействует, он просто разъедает тебя во рту. И, соответственно, есть такая штука, как на острое можно как на вещество какое-то подсесть, потому что этот капсинол, неважно, вот это вещество, оно вызывает такую химическую боль, что организм начинает как обезболивающее вырабатывать эндорфины, и ты немножко настроение у тебя поднимается. И многие на острое так и подсаживаются, вот, типа без острого настроения дерьмовое, съел острое, оп, и сразу веселее стало. Чего остренького захотелось. Да. Для меня уже острый доширак давно не острый, если честно. Красный который. Нет, красный доширак – это самое главное спасительное средство, когда болит голова. Вместо аспирина пью по утрам. Ну, редко, раз в месяц, наверное. Нет, 2 раза в месяц. Ну, в похмелье тоже. Ну, то есть... Я как раз похмелье так завуалировал. А я так прямо сказала, да? 2 раза в месяц, хотя нет. 2 раза в месяц похмелье. Когда ты последний раз... да? То есть это вот можно между собой теперь разговаривать. Когда ты острый доширак последний раз съел? И понимать, да? Так понятно. У меня дома всегда есть полка, типа спасательная полка, и там доширак лежит. Если я его там тусанул, потом на утро съел, я всегда потом как-нибудь куплю и положу, типа, на всякий случай, чтобы ты утром какие-то доширак. И за дошираком, или я раньше другу звонил, я говорю, ты где ты? Работаю, да завези доширак домой по-братски. Доширактан зат перемешек перемөлдüm. Доширак, кстати, подорожал.
Да. Да это ужас какой-то. Это ужас. В смысле, вот в коробочке он сколько? 80 рублей теперь стоит, да? Что-то такое? 70? Ну, раньше где-то 45-50 рублей стоит, а сейчас 80. Ну, Типа вместо 2 дошираков шавуху можно купить, да? Ну, вот это мини-шавухи там за 160 же где-то там продаются сейчас. Это ж в смысле? Вы что, совсем офигели? Доширак за Можно 80 купить рублей. сосиски и макароны примерно, наверное. 80 рублей доширак, это вообще, по-моему, это выше моего понимания. Я отказываюсь жить в мире, где доширак стоит 80 осуждаю, да. рублей. Осуждаю. Это уже не бич-пакет, а рич-пакет. Да? Да. Реально рич-пакет. Что-то в студенчестве что-то мы выбирали. Помоги решить задачу, помоги найти ответ. Почему же бизнес-ланчем называют бич-пакет? Блин. У меня чуть кофе обратно Не прыснул. Чё, он бич-пакеты розетек разные по разные страны. Вот недавно в магазин зашел, там и бич-пакет с таким вкусом, доширак, картошка, там еще какие корейские бич-пакеты. Причем, А зачем макароны вообще? ну, есть вообще такое мнение, да, что все эти роллтоны, это все вредно для желудка, оно все разъедает и так далее и тому подобное, что это лапша такая и так далее. Я решил разобраться. Я же душнил, я же говорил. Ну, если мне что-то интересно, мне сразу нужно так, ага. В итоге, короче, вредна лапша чем? Скорее тем, чего там нет, чем тем что-то есть. Там что-то есть. То есть это просто пустые калории, без витаминов, без ничего. И ты в целом поешь, калории получишь. Но ничего там такого прям разлагающего желудок, ну, кроме острой. Все острое, оно вредно для желудка, да. То есть доширак не вреднее, чем если ты во вьетнамку или в китайскую там кухню, или крылышки KFC. Или ты дома просто себе картошечки пожарил и туда красного перца нафигатил. Не вреднее. То есть он просто... Не полезно. Не полезный. Но как бы сказать, что прям он вредный, это тоже неправильно. Зеленый доширак, получается, чисто балансирует. Но он невкусный. Ну, просто калории, как бы пустые калории. То есть, чтобы с голода не умереть, вполне себе неплохой перекус. Надо как-нибудь эксперимент провести, типа месяц питаться только дошираком. Что будет, да? Да. До и после. Ну, если ты будешь месяц питаться дошираком, но при этом пить какие-нибудь там витаминчики, вот это вот все в целом с твоим организмом, все будет нормально. А если только дошираком? То у тебя цинга, возможно, начнется. Ну вот, надо посмотреть. Не хочу проверять на себе как-то. Я, конечно, любопытный, но не настолько. Душнило, давай проверим, мы заснимем это как раз. Вот, понимаешь, на то и душнильство для того, чтобы на себе не проверять, а открыть статью и прочитать. И из какого-то доверенного, надежного источника. Да. Я доверяю ученым, вот что я скажу. Я ученый. И мы двое ученый. Персонажтар. Что, ребят, давайте что-нибудь театрально сделаем. Только не это, Аделя. Пустить слезу Магоды? Не буду. А ты умеешь, да? Я не прошу взять, я просто... Не, ну, это надо делать в определенных обстоятельствах. Настроиться, да, на это? Да. Вот это, я так понимаю, да, за кадром мы говорили о том, что это самый распространенный запрос, когда люди узнают, что ты актер. Ты заплакать можешь? Вообще, А ты умеешь? Вот. Но... Я, кстати, тоже как-то мог, что ли, Там специфика, то есть там механика немножко Любой другая. человек может, просто надо прийти к этому. Механика просто такая другая. Она просто... То есть основная работа это за сценой, за спектаклем, за кадром происходит. Не, ну, можно же переключиться, типа, в какой-то момент. Такая вся милая, потом... Ну, В жизни, кстати, помогает? Мне кажется, у меня вот есть такая профдеформация. Знаешь, когда со всякими таксистами или в поезде, когда едешь с людьми, с которыми ты никогда больше не увидишься, я начинаю про себя придумывать вообще левые истории какие-нибудь. Да. Я там выдумываю биографию вообще, и про себя вообще накидываешь. Ну, это какая такая игра. Ну, потому что, по большому счету, даже ни на что не влияет. То есть я не думаю, что это делает меня по-настоящему вруном. Мне просто интересно. Это как Холден Колфилд тогда. Ну, типа того. Как-то там в поезде сядешь, такой,
ой, у нас там, я музыкант, и начинаешь ставить какую-нибудь просто малоизвестную какую-нибудь британскую группу из 60-х, вот на такие песни мы пишем. Было такое. Прикольно. Кстати, прикольно. Что-то я хотела сказать. Вот мне говорят, что ты актриса, наверное, в жизни тебе это очень помогает, и ты там можешь легко притвориться и так далее. Но у меня так не происходит. Вот в жизни я актриса, да, я что-то играю на сцене, но вот в жизни я есть я. Я вообще врать не умею. У меня язык начинает заплетаться, и в жизни я не актриса. У меня там так не бывает. Не получается. А как В же, жизни я актер, кажется. Не давал я отката, да? а как же я женщина, а значит я актриса? Ну, в каких-то моментах, конечно, мы можем там включить дурочку, да. и Но так это далее. способность всех женщин. Ну, а так, чтобы притворяться или какие-то... Вообще вовремя включать дурачка, это, мне кажется, это очень полезный навык вообще. Где-нибудь накосячил? Так что ли? Где молодые? Академия Гайтексонджиквы. Это ребята, тувинцы наши, типа задают там какой-нибудь этот реферат. Пелектин она просто вот накануне Они скачали из прикидываются, интернета. что не знают русский, Такие, это вот Пашка, я готовился, Пашка, это просто по-русски не могу сказать. А на самом-то деле он просто не готовился. Я так когда подумал, а зачем я показал всем нашим педагогам, что я хорошо говорю по-русски? Зачем? Ну, у нас тоже так было, когда вот сессия приходит, экзамены, да, и там ребята делают, вид, что не знает русский, рядом выбирает себе какого-то однокурсника умного, да, который знает эту тему, то есть все темы знает, он будет мне переводить, значит. Он там что-то говорит, а он переводит, просто делает вид, что переводит, сам отвечает. Сам это тоже говорит, хитрый такой ход. Блин, это как так можно было учиться, наверное? С другой стороны, какой-то небольшая буря. Человек, вот, например, московский вуз, да, театральный, и притворяться, что не умеет говорить на русском. Нет, он не притворялся, он и действительно некоторых слов и как бы не знает русский. Но это в основном еще, знаешь, на каких-нибудь предметах, которые, ты откровенно не ради там культуры Восточной Сибири, которую мы там проходили, например, в академии шел учиться на актера. Это просто предмет, который тебе нужно сдать, чтобы тебе просто не делали мозги. И ты просто лишь бы получить зачет, потому что не особо тебе это интересно, потому что не особо интересный педагог и так далее. Философию у нас очень скучно преподавали. На самом деле, может быть, это замечательный актер, а вот в теории-то это вот то, что ты говоришь. И он действительно каких-то слов, ему действительно нужен был переводчик, он не притворялся. Вот. Ну и это помогало ему, конечно. Бывает и так. Прикольно, да. Ладно, там у нас, типа, в ТГУ он Ну, бывают вот моменты, когда мы же на тувинском играем, да? Они не знают тувинский язык, а мы приходим не готовые и играем так. Ты туда встань, во время этюда на тувинском себе помогаем. А они думают, что мы играем. И они и вот делаем вид, что... У тебя были во время выступления какие-то такие забавные косяки, которые потом можно типа рассказать как история? Ну, есть, всякие происшествия, это же вообще. Ну вот я поступала в Щуку, да, в режиссуру. Мне сказали, вот покажи, ты же работаешь там у себя, играешь на своем тувинском, на родном языке, нам интересно, расскажи что-нибудь. У меня Ангролдун тоже я рассказывала, я знаю. И в какой-то момент я там рассказываю, а потом я забываю текст, и я просто говорю канты, манты, тютя. Я играю, да, играю, канты. Я играю, но вот такие моменты, они же не знают моего языка, и играешь. Нам рассказывали историю педагоги наши, когда... попросили на дипломном спектакле выпускников какого-то первокурсника, как статиста просто выйти, он там типа условно какой-то, кушать подано вот играет. Просто то. И его задача была, причем просто прийти и сказать там: Наталья Григорьевна, ваш муж застрелился. И она такая: мой муж, он такой: ваш муж. И уходит. Вся его задача. Бедолага, первокурсник, переволновался очень сильно. Начал волноваться, и ему говорят: ты чуть-чуть
на грудь прими, для смелости. И все, и он выпил, и прям почувствовал, что да, отпустило, классно. Все, и такой, фу. А ему под конец спектакля выйти, он чувствует, что под конец спектакля он уже обратно трезвеет, и опять его мандраж начинает брать. И он решил, ну, как-то надо еще раз, видимо, еще накатил, потом еще накатил, и все, и поплыл. А это трагедия какая-то. Я сейчас врать не буду, что за спектакль, ну, там вот трагедия в конце, вот муж застрелился, вот это вот прям. Возможно, 3 сестры, да, помните, там же брат застрелился в конце или повесился, что писал. Возможно, это, ну, неважно. И вот он приходит и говорит, там, Наталья Григорьевна, условно, и вместо ваш муж говорит, вах-мух застрелился. И актриса растерялась, она такая, мух-мух, он такой, вах-мух. И ушел. И все, и понимаешь, весь спектакль просто порушился. То есть они весь спектакль нагнетали, вот эту драму, нагнетали, а в конце вах-мух, мох-мух, вах-мух. И все. И зрителя уже обратно собрать уже невозможно, он уже ржет весь. Сами актеры там на сцене. Вот это вот все. Вот этих баек вообще полным-полно же. Вот если сейчас рассказывать, так это не закончится. И вот самое главное, когда я говорю кандык-мандык-мандык и делаю вид, что я что-то рассказываю, и они так сидят и верят серьезно, мне. да. Да, верят мне. И ты думаешь, вот я актриса. Вот они реально верят. Сидели, не зря училась. Ну, не зря училась, но что там я рассказываю. Если кто-то не нравится, она керек болса айтат береді, да? Да. Но. Так, прикольнуться тоже. Можно, Язык это вообще да. сила, на самом деле. Мы разговариваем на 2 языках. Ну, на английском, если кто хорошо знает. Мой английский вообще настолько little bit, что вы офигеете, насколько little bit вообще. London of the capital, it's the capital of the Great Britain. Английский вообще тема, на самом деле. Да круто бы, конечно, было бы знать. Конечно, круто было бы, но что-то пока вообще руки не доходят. Я хожу, получается, с декабря на английский. Решила... Причем мне нравится язык изучать. У меня в основном вся моя основная сейчас деятельность, она связана так или иначе с языком, с говорением. Да? Я там ведущий стендапы там, и так далее, лекции вести. Это, ну, говорить, мой основной навык. И когда вот начинаю, а я же говорил уже, что я душнивый, да? Когда начинаешь во всем этом разбираться, очень интересно, что язык, он очень сильно сплетен с мышлением. То есть, условно, чем лучше ты говоришь и чем лучше ты изъясняешь ту или иную мысль свою, соответственно, тем яснее ты мыслишь. То есть, если ты какую-то идею не можешь нормально транслировать для человека словами, скорее всего, у тебя по поводу этой идеи и у самого каша просто в голове, пока ты не можешь четко сформулировать эту мысль. И вот как кони, да, у них есть такая же вещь, как шоры. И точно так же мы этими шорами, мы языком своим ограничены. И знание, например, условно, там, в нашем случае, как минимум 2 языков, оно дает определенное мышление. Как пример, у нас в языке, условно, в тувинском языке нету слова «сын». Есть слово «оглум», это «мой мальчик» просто. Да? А отдельно для отображения сына нету «оглум» или «урум», то есть «моя девочка». Соответственно, отношение к детям, оно в мышлении у тувинцев обратили, да, то есть оно такое более сердобольное отношение к сиротам, то есть потому что оглум, да, это уже мой мальчик стал, все. Или ухбай акы есть отдельные слова для старшего брата, для старшей сестры, но для младших одно слово. Соответственно, то есть это передает отношение в культуре к старшему и младшему поколению. Мне очень сложно, извини на секунду, когда я говорю на русский, мне надо будет говорить по-тувински, в моменте вот про старшего брата или про старшую сестру, переключаюсь и такой, вот так небольшой бзик появляется. Например, на тувинском очень легко, старшая сестра, а тут на русском типа сестра. Как будто, да, что-то как будто не то. Обязательно там использовать еще и слово старшее, чтобы пояснить. Потому что в контексте нужно понимать, там, что человек старше, например. Вот, я вот об этом языке. А в тувинском очень удобно. При этом у нас нет отдельного отображения для слова «бабушка», например, да? Есть «старая мама», «карганавай». А «бабушка» отдельного слова нет. А в русском языке вот есть, собственно, «бабушка», «дедушка» отдельные слова. Ну, в английском тоже grandmother, типа. Да, да. Просто авага, за grand, естественно. Или как это, есть слово «скрупулезный», да?
Скрупулезный. Скрупулезный, слышали такое слово? Да. Ну вот. Оно от латинского языка скрупулус. Да. А скрупулус – это из этих римские солдаты. Они же в сандалях ходили. Скрупулус – это камешек, который попал тебе в сандаль. И который вот мешает. Он маленький и дотошный, вот прям мешающее что-то такое. И понимаешь, из-за того, что у них легионы, солдаты, и они постоянно ходят в сандалиях, это камешки, которые попадают в сандали, это была настолько важная для них проблема, что у них есть отдельное слово для этого. Или, как, например, слово когда дежавю. Да, во французском языке есть отдельное слово для этого понятия. Дежавю. В тувинском, в русском для этого. Дежавю – это ощущение, когда… То есть тебе целое понятие приходится объяснять. А у них в одном слове, потому что вот у них культура такая. Это же очень интересно вообще. Ну, у нас очень же много слов. Так сейчас вообще в русском языке, да и в нашей речи, мы очень часто употребляем иностранные языки. Ну да. Слова. Просто, пожалуйста, там, сделай вот это, юзни. Хочу вот дефолтное состояние, то есть постоянно. Я вот в своей речи, я просто еще пытаюсь думать на английском иногда, но чтобы больше, делать вещей. И в связи с этим, некоторые там англицизмы, проскакивают в русскую речь. А это неизбежная штука. На самом деле, многие вот эти ханжи, которые говорят о том, что сейчас там слишком много английских слов там в русском языке, они не понимают, что, например, слово «променад», которое, казалось бы, ты на культурном русском говоришь, это французское. Раньше в русском языке было много французских слов, а теперь много английских. Это неизбежно будет меняться. Оно так будет, потому что какое-то понятие легче объяснить английским термином, чем по-русски пытаться то же самое условное дежавю, пытаться целым предложением объяснить. Оно так будет проще, меняться. Да? Язык всегда стремится к упрощению. Скоро уже будем снова строить Вавилонскую башню, поэтому нормально. А ты английский чисто для себя учишь? Да, чисто для себя. Просто хорошо знать? Там. Да, хорошо знать, там, путешествовать, куда-то поехать, и чтобы можно было изъясняться и так далее. Мне кажется, я язык не выучу, пока не перееду в другую страну. Кстати, когда ты переезжаешь в другую страну, язык, он учится офигенно, кстати. Да, в этом суть. Языковое погружение, конечно. Потому что у меня сознание такое, вот сидеть и изучать язык, я просто не смогу, я не запомню ничего. А когда ты начинаешь говорить и на практике уже начинаешь на себя эти штуки примерять, то потому что уже выбора работает, не остается. Да. Ты приехал в другую страну, и тебе хоть… Надо выжить. Надо выжить, и тебе приходится общаться. А вот ты в Тыве живешь, и на русском, и на тувинском общаешься, и хватает. Да это как условно с тем же самым историей искусства языка, когда изучаешь, там историю музыки слушаешь, там, да? Если ты просто прочитал книгу, ты ничего не понял. А когда ты читаешь и параллельно еще и слушаешь, и пытаешься сопоставить с той музыкой, которую ты сейчас слушаешь, тот текст, который ты сейчас читаешь, тогда в голове у тебя что-то остается. Поэтому у меня есть просто такое предположение, понимание, по крайней мере, даже, наверное, я бы сказал, что очень часто, мне кажется, не совсем так, как нужно преподавать там такие вещи, как философия, там, история культуры, история искусства. Практических этих подтверждать. В философии мы сидели, изучали даты рождения тех или иных там этих философов. Но это зачем вообще? Кстати, да. Философов нужно изучать только в дискуссии, типа, когда ты споришь с кем-то, когда ты разговариваешь и говоришь, нет, я считаю, что ты не прав, потому что Кант в своей книге написал так-то, так-то, так-то. Только тогда она будет закрепляться в голове понимание, а не просто изучение и то есть терминология. Да, да. Оно же просто знание того или иного слова тебе ничего не дает, а понимание смысла этого слова и зачем его и как его использовать, только тогда ты начнешь действительно понимать. Сейчас очень много нонфикшена люди читают, да, очень много там книг по саморазвитию, там очень много книг по психологии, всего вот этого. Не, даже не книги, а все, на курсы записываются. Я там прохожу курс у этого, я прохожу курс у этого. И эти курсы, стоят там по овер дофига денег. К сожалению, большинство из них, я бы их назвал продавцы воздуха. Ну да, инфо-цыгане. Но есть, конечно, там единицы, которые хорошо. Причем, если посмотреть, условно, какой-нибудь Дейл Карнеги там умер в одиночестве, между прочим, да? Человек, который писал о том, как, заводить, то есть, как быть общительным, как общаться с людьми, как заводить друзей.
Будь здоров. Ой, спасибо. Это у нас специально Правильно. по-актерски чихнуло, короче. так переступила. Сейчас я по-актерски посмеялась. На самом деле, книжки это классно, ребят, читайте книжки больше, на самом деле. Вот я не читал книжки и немножко сожалею об этом. Просто у нас нужно... Детям просто нужно объяснять, почему и как нужно читать книги, а не просто «на, прочитай, и тогда ты станешь умнее». Если человек бездумно прочитает слова, он не станет умнее, и язык его не станет богаче. Просто нужно объяснять, каким образом читать книги. Это же тоже определенный навык читать книги. Читать, там, ну, как слушать классическую музыку. Да, это нужно тоже, этому нужно обучаться, это навык, который нужно развивать в себе. Воспитывать вкус. И так Да, далее. вкус должен быть всегда хороший. Условно, там, Хемингуэй тоже на нем на кривой кобыле как бы не подъедешь, да, его если читаешь, если ты не знаешь весь этот, то, что было до этой книги, там, в жизни у этого автора, и какой был исторический контекст и так далее, то для тебя Хемингуэй это будет чувак, который писал про алкоголиков, и не более чем про алкоголиков. Да, а на самом деле там, да, очень много всего. Вот давайте немножко, если бы снимать кино в Туве, вот на ваш взгляд, каким должен быть фильм хороший, который понравится нашему зрителю местному? Потому что сейчас кинотеатр тоже у наших. Раньше в кинотеатр залететь никак нельзя было. Но сейчас, я думаю, можно как-то сделать такие вопросики. И, например, тувинский фильм снять, хороший, качественный фильм, и, возможно, даже залететь в Найрау, и даже, возможно, заработать денег с него. Меня в этом вопросе вообще, знаешь, больная. Типа, я же вот этот человек искусства. Искусство это и очень я мало умею думать о том, как это монетизировать, вот эти взрослые вопросы. Нет, вот эти даже не решать. монетизация, а вот давай просто, какой фильм бы ты хотел снять? Так вот. Ну, начиная с жанра, там, и, может, пару персонажей опишешь. Нет, даже персонажей не надо писать. Вот сейчас завершая предыдущую мысль, просто у меня, понимаешь, в голове убеждение есть, оно, возможно, даже вредное отчасти, в современном нашем мире точно, что ты не должен ориентироваться, ты вообще как деятель искусства не имеешь права даже ориентироваться на то, что понравится или не понравится, потому что когда зритель тебе начинает диктовать, что тебе снимать и что тебе рассказывать и показывать, это уже не совсем искусство, это шоу-бизнес начинается. И, соответственно, нужно снимать именно то, о чем ты считаешь важным. Да, и какое кино, наверное, я хотел бы снять то, что я сам сейчас смотрю, да, какое-то вот душное разговорное кино, вот это вот фестивальное, что-нибудь вот такое вот. Знаете, смотрели ли фильм «Вечерний экспресс» Sunset Limited? Нет. Там два актера, Томми Ли Джонс вот этот, с бровями, и черный этот, который везде. Который Морган Фриман. Тарантино. Морган Фриман. Да, И фильм снят внутри небольшой комнаты. Весь фильм, это два мужчины, которые разговаривают. Один из них глубоко верующий и бывший зэк. Другой из них ученый, у которого сложилась очень хорошо жизнь, но они познакомились, когда тот пытался под поезд выкинуться. И он ученый, который не верит в Бога, и он очень верующий человек, который живет в маленькой комнатушке, и он бывший зэк. И весь фильм они просто разговаривают. Просто говорят между собой. Вот что-то вот такое. Это очень сложно. Это нужен сценарист. Зрителя, нужен это, очень крутой сценарист в первую очередь. да. Крутой сценарист. Это так написать надо, чтобы Да. чел не ушел. Просто бывают такие фильмы, когда он плохой, и пытаются на определенном моменте, вот таком же, да, когда у тебя не богато, это просто разговор двух мужчин. Но это надо реально иметь очень сильные вещи. Или что-нибудь такое, знаешь, немножко нереалистичное, что-то вот из серии Уэса Андерсона фильмы. «Королевство полной луны», «Отель Гранд Будапешт». Что-нибудь такое, более не отрешенное от реального мира, нереалистичное, что-нибудь такое, больше туда вот уходящее. А мне вот хотелось бы что-нибудь такое историческое снять. Историческое про наших, вот, про скифов, про наших Алдан-Мадр, не Алдан-Мадр, вот все историческое, потому что именно вот наше историческое мало снято, мало показывается и так далее. Но для этого, конечно, нужно техника хорошая, сценарий и так далее.
Денег очень много, да, Да, на денег историческое очень нужно, кино. потому что там же костюмы, конечно, да. дворцы, не дворцы и так далее. Историческое это вообще же самое дорогое, наверное. Но Наверное, историческое, вот поэтому хочется, Пеплом. надо стремиться к этому, к самому дорогому, так скажем, к самому интересному. У нас же вообще богатая история времени, да? Снять, короче, кочевое фэнтези. Но кочевое фэнтези, но... Чтобы там Шулбустар, Челбагадай, Викинги, Игра престолов, что-то в этом духе. Конан Варвар. Хотелось бы снять, но- Прям, да, прикольно было бы снимать кино в Туве. Именно во времена скифов это же вообще тоже интересно, как они жили, как они там и так далее. А так-то... Ладно, плохая мысль. Про Алдан-Мадр, и вот эти 60 богатырей и так далее. Про этого, про Амарсану. Амурсана. Или вот фэнтези Канкыс, Поршелей, вот это. Интересно же. Анджингизина, а что ты хлеб позрачет? А что ты хлеб позрачет? Короче, ребята, мы захотели кушать, мы устали говорить про кино и про искусство. Сейчас пойдем, Дира. Да, мы, наверное, все-таки закончим на этой ноте. Итак, долгий подкаст ушел. Спасибо, что позвал. Да, спасибо, интересно так. Давай. Кайсеңе завезем. О, ты. Кынар болған екен ол? Кынар? Чуга кылган улустар кымнар, персонаждар